В Магасе всегда где-то слышны стук молотка или шум строительной техники. Молодая столица продолжает строиться и расширяться. Правда, глядя на некоторые стройобъекты, возникает ощущение, что их строительство никогда не закончится. И этот вот один из таких долгостроев. Здесь давно должно было быть шестиэтажное административное здание. Правда, вместо этого вот уже почти 9 лет при въезде в Магас у перекрестка картину города портит бетонный каркас. Строить здание начали в 2012 году, но из-за нехватки денежных средств подрядчик приостановил работы. Правда, сейчас здесь не так тихо. Недострой дождался своего часа. Строительные работы на объекте возобновили месяц назад. Рабочие возводят перегородки. В этом году уже полным ходом идет работа выполняется. Также работы тем же подрядчиком он работает, разрешение выдано. Но на следующий год обещает завершить. Спустя несколько лет простоя вновь началось строительство и этого жилого комплекса по проспекту Зязикова. Здесь подрядчик не смог достроить 7 многоэтажных домов. Полгода назад объект передали другой строительной компании, которая в установленные сроки взялась за долгострой. Сейчас вырыты котлованы для 4 домов. Поэтапно появляются этажи других 3 объектов. 2 дома у нас, посередине офисное здание, жилые дома. Вот. Идут оперативно, без опозданий, без ничего. Занимаемся, материалы, поставки, все идет как нам надо. Недостроенных зданий в молодой столице много, более 50. Причины приостановки работ не всегда связаны только с банкротством застройщика. Местные власти в начале года провели инвентаризацию долгостроя в рамках градостроительного и земельного кодекса для дальнейшего контроля в целях завершения строительства. С началом этих мероприятий по решению суда удалось изъять объекты у ряда недобросовестных застройщиков, которыми были нарушены нормы действующего законодательства и сорваны сроки возведения зданий капитального строительства. На некоторых подрядчиков были наложены административные штрафы. По распоряжению Махмуда Климатова проведена инвентаризация всех объектов, строящихся долгосрочных объектов. Значит, после инвентаризации начали строить там и жилые дома, и промышленные дома, и объекты, значит, административные корпусы, такие складские помещения. Также ряд объектов попали в список долгостроев из-за пандемии. В их числе и этот будущий 16-этажный дом. К его строительству приступили в конце 2017 года. Сдать объект должны были до окончания 2022. Сейчас, конечно, это нереально. В 2020-м застройщик из-за финансовых проблем не смог продолжить строительство. И только 4 месяца назад работы на участке возобновили. Есть в Магасе и такие долгострои, которые точно не распахнут свои двери. Попытки достроиться, труд рабочих и вложения – все под снос. Здесь мог быть гостиничный комплекс, если бы подрядчик не нарушил условия договора. Одну часть комплекса почти снесли. Здание после экспертизы признано аварийным. Рядом расположенный объект тоже будут сносить, только уже из-за выхода из линии застройки. Правда, как сложится в дальнейшем судьба земельного участка, пока еще неизвестно. По многим объектам города до сих пор идут судебные разбирательства. Есть и такие решения суда, с которыми местные власти не согласны. В числе долгостроев столицы также дома, возведение которых было начато без необходимых бумаг и разрешения муниципалитета. В общем, мэрии еще предстоит огромная работа над устранением всех этих пробелов. Диана Дударова, Команда Схоев, Новости 24.